Добрый день всем. Добрый день, уважаемые родители. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас достаточно очень интересный такой консультационный час по очень такому волнующему вопросу. Причем волнующему вопросу не только родителей, да, которые отдают детей в школу, но, естественно, возникают достаточно сложные вопросы у самих педагогов, которые выпускают детей из дошкольных организаций, либо у учителей начальных классов, то бишь вопрос такого порядка, когда лучше ребенка все-таки отправить в школу, когда уже ему есть полные 7 лет или ему еще не исполнилось. То есть вот сегодня на данный вопрос 6-9 или 7-9, когда лучше отдать ребенка в школу, нам ответит наш замечательный эксперт Анна Валентиновна Цветкова. Она заместитель руководителя ТП МПК города Сыктывкара. Поэтому, если будут возникать какие-то вопросы по ходу, вы можете их нам задавать в чате. Либо, если действительно какие-то сложные вопросы, которые волнуют вас в индивидуальном, частном порядке, можно, конечно же, задать у нас на сайте вопрос. Анна Валентиновна вам ответит уже непосредственно по конкретному заданному вопросу. Ну вот, начнем, да, Анна Валентиновна? Ну, первый, наверное, вопрос, да, вообще, чем они отличаются, дети эти? Здравствуйте, уважаемые родители. Ну, во-первых, конечно, цифры такие 6,9, 7 или 9, они немножко спорные и вообще не всегда вызывают огромные вопросы у родителей, вот отдавать ребенка в школу или нет, но мы с вами должны знать о том, что есть закон об образовании, в котором четко прописано, что... Можно там слайд, да? В котором прописано, что в первые классы нашей страны принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Единственное, что и раньше, и позже тоже можно, но только через заключение психолога медико-педагогической комиссии. С ребенком обязательно должны побеседовать специалисты, да? Если вы хотите отдать ребенка раньше, либо позже в школу. Вот эта статья как раз у вас на слайдах, она перед вами. И вот как раз вот выбор такой возрастов, да, он 6,5 лет, да, и 7, он не случайен, 7, то есть лет, 6,5 и 8 лет, он не случайен, потому что как раз все специалисты по детской психологии, они уверены, что именно в этом промежутке времени у нас, у детей лучше организм готов физически к школьным нагрузкам. Значит, и, конечно, лучше всего, если за парту сядет 7-летний ребенок, а то и старше, да, вот. Но, к сожалению, дни рождения у этих детей всех в разное время, и вот не только в сентябре. Поэтому и установлен возраст, что не 7, а можно и в 6,5 лет идти в школу. То есть, Анна Валентиновна, на 1 сентября, да, при поступлении ребенка в школу ему должно быть полных 6,5 лет. Да. А если ребенок не успевает, ну, там, несколько дней или там месяц, допустим, 6 и 4 месяца, допустим, да, а вот как в этой ситуации? Ну, вот тогда происходит беседа. Либо в образовательной организации со специалистами, с ребенком беседует психолог, да, смотрит его готовность в школе, потому что сейчас будем дальше говорить о готовности ребенка к школе. Либо через психолога медико-педагогическую комиссию, если комиссия решает, что ребенок совершенно готов и физически, и психологически к школьному обучению, то проблем с обучением такого ребенка не возникнет. То есть, ну, забегая как бы наперед, да, в первую очередь, конечно же, мы смотрим не на то, насколько хорошо он знает, читает, пишет, рисует, а именно на психологическую сторону. Это вот как раз, да, это мы и будем говорить, что существуют вообще критерии готовности ребенка к школе, что многие родители, видя, что ребенок умеет читать, писать, говорят о том, что мы отдаем его в 1 класс, потому что ему будет скучно в саду, либо вся группа, да, еще бывает такая причина, что вся группа детского сада уходит в образовательную организацию, что он там будет делать один. Но чаще всего, что наш ребенок умеет читать, писать, ему будет скучно. Это не есть основная готовность ребенка к школе. Вот как раз сейчас на следующем слайде вы увидите критерии готовности к школьному обучению ребенка. Неважно, какой возраст у ребенка, вы должны понимать, что есть физическая готовность в школе, и вот это основная готовность первоклассника. Интеллектуальная,
социально-коммуникативная и мотивационная. Вот как раз все эти критерии, если у ребенка сложится в один пазл, да, тогда ребенок готов в школе. Будь ему 6 лет, будь ему 5, в конце концов, да, но если у него все эти критерии готовности к школе на высоком уровне, все, без проблем. Есть детки, которые и в 7 лет, не все критерии у них собраны, да, не все критерии у них развиты достаточно хорошо. Поэтому тоже можно посмотреть и родителям оставить ребенка в дошкольном учреждении. Пусть он лучше год пересидит в детском саду, нежели он пойдет в школу и будет там уставать, страдать и мучиться ему вместе с ним. Вот давайте сейчас перейдем как раз к физической готовности к школе, да. Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу. Да? Значит, физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики, то есть пальчиков рук, координации движений у ребенка. Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при поступлении в 1 класс должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения основных гигиенических норм. Правильная поза за столом, осанка. Вот представьте, это тоже очень важно, крайне важно для ребенка, который идет в 1 класс. И вот подразумевается, что общее физическое состояние и развитие ребенка соответствует возрасту и не имеет отклонений. У ребенка должен быть нормальный рост, значит, у него должен быть нормальный вес, пропорции и другие показатели, которые определяются медицинской комиссией. Все мы знаем, что дошкольники у нас обязательно проходят медицинскую комиссию, и там как раз все решается. Также проверяется состояние слуха, зрения и даже зубов. А отсутствие постоянных зубов, вот имейте в виду, уважаемые родители, свидетельствует об отставании в физиологическом развитии. Это не значит, что ваш ребенок какой-то не такой. Просто всегда и давно уже, еще со времен коррекционной педагогики Советского Союза, да, говорилось о том, что если у ребенка не выпали еще передние зубы, да, то ребенок в школе физически не готов. Не морально, не интеллектуально, а именно физически. Помните, наверное, что всегда говорят: ой, у тебя уже зубки выпали, ты, наверное, в 1 класс идешь. Вот тогда ребенок готов в школе. Если зубки еще не выпали, то мы будем смотреть на то, что, наверное, физически он не готов, будет уставать, очень утомляться быстро. Значит, проверяется моторика и речь ребенка. Речевое развитие тоже имеет огромное значение для готовности к школе ребенка. Правильное произношение звуков – это тоже готовность ребенка к школе. Особое внимание сейчас в наше время следует уделять нервной системе ребенка. Если есть какие-то нарушения, они в первую очередь скажутся на утомляемости, успеваемости вашего ребенка, а также на отношениях со сверстниками. Поэтому уделяем огромное внимание физической готовности. И вот в медицине существует такое понятие, как паспортный и биологический возраст. Паспортный возраст – это число лет и месяцев со дня рождения, да, то есть понятно, а биологический – это степень зрелости органов и систем организма, которая достигнута к определенному паспортному возрасту. Биологический и паспортный возраст могут не совпадать. И вот как раз разрыв между биологическим и паспортным возрастом у детей старшего дошкольного возраста, вот 6, да, и 7 лет, и младших школьников, и больше, да, может быть более 1,5 лет. Поэтому вот не всегда ребенок, которому исполнилось 7 лет, да, достигает того биологического возраста, при котором он сможет осваивать образовательную программу. И вот как раз на следующем слайде вы можете увидеть, как можно протестировать биологический возраст дома, в домашних условиях с помощью филиппинского теста. Да? Вот как раз в 5-6 лет дети переживают такой полуростовый скачок роста. Он заключается в существенном удлинении конечности рук и ног. И результат характеризуется именно характеризует именно биологический возраст ребенка, так как отражает не просто уровень развития скелета, а всю зрелость организма. Вот это, посмотрите, пожалуйста, на слайд. Тут хорошо видно, что ребенок достает рукой до противоположного уха. Значит, вот этот скачок произошел. Если ребенок не достает рукой до противоположного уха, значит, пока он еще, скачка такого не было, и к школе он тоже еще пока физически, я еще раз повторяю, не надо сейчас не интеллектуально, а именно ребенок, наше дитё не готово физически, значит, он будет сильно утомляться, приходить спать, потому что дошкольникам надо спать, с трудом делать уроки, все время плакать, вы вместе с ним, и вот
Поэтому вот этот тест самое простое, что можно сделать в домашних условиях. И вот как раз у нас тут прекрасный малыш, у которого идет смена зубов, да, что свидетельствует о том, что жизненные силы ребенка уже закончили работу над формированием физического тела, и часть их уже может совершенно спокойно освободиться для того, чтобы ребенок мог целенаправленно учиться. Да, ну еще, да, Анна Валентиновна, то есть все-таки выпадение зубов – это не первый показатель, потому что все-таки есть дети, у которых поздно зубки выпадают, и это сейчас просто такая вот специфическая особенность детей. Как бы, ну, это уже заметили стоматологи, об этом говорят. Но все же, все-таки стоит отметить, что в первую очередь нужно обратиться все-таки в ПМПК, да, по своему разумению, конечно, чтобы ребенка просто протестировали и посмотрели, насколько он действительно физически готов уже идти в школу. Если вы сомневаетесь, да, что у вас какие-то... И еще раз повторю, да, зубы-то, но я сейчас говорю, опять же, есть такие дети, которые читают без запинок, там, решают такие задачи, которые мы с вами никогда не можем решить. Но физически он просто еще слабенький. Зачем вот ребенка отправлять в школу, где он должен сидеть по 6 часов в день? Да, если есть возможность, в конце концов, сохранить нервную систему ребенку, физическое здоровье, еще и себе, маме, да, папе, потому что, ну, тяжело, физически тяжело. Поэтому, когда мы сейчас говорили о том, что в 7-9 лет, в 6-9 или в 7-9, ну, я, например, вот я лично, да, я не знаю, как другие специалисты, но я знаю, что очень многие со мной согласятся, что если уж выбор такой есть, то лучше в 7-9 отдать ребенка. Чисто потому, что он будет физически намного сильнее остальных, будет выносливее, а значит, он будет лучше учиться, и ему будет вообще легче со всем этим справиться, что на него сейчас так упадет в этом первом классе. И достаточно тяжело все равно детям. Ну и вот еще один критерий, да, это следующий наш слайд, это интеллектуальная готовность к школе. Она означает, что к первому классу ребенок имеет запас определенных знаний, значит, умеет ориентироваться в пространстве, то есть он знает, как пройти в школу, обратно, до магазина, да, ну, то есть он понимает, вы уже пробовали с ребенком, и он совершенно спокойно возвращается у вас домой, да. Показатели памяти тоже относятся к интеллектуальной готовности к школе, внимание, восприятие, мышление, они все должны соответствовать возрасту. И вот в наше время многие родители, мы уже говорили о том, что уделяют огромное внимание раннему развитию своих детей. И многие дети в подготовительной группе уже знают там, и могут читать, и буквы знают, и считают, и печатными буквами пишут, вот то, что мы говорили. Вот, разумеется, если ребенок все это уже умеет, то интеллектуально он готов к школе, да, и мы это с вами понимаем, да, и вот поэтому вот как раз и встает вопрос у родителей всегда, отдавать ли ребенка, пора ли нам в школу, чему еще научат в детском саду. Значит, вот я вам говорила, что обычно родители говорят, перегорит там, ему будет неинтересно. Некоторые родители вообще приводят хороший такой довод, он выше всех в группе, что же он у меня там в школе будет выше всех. Вот, еще и словами называют, да, что там крупный, там еще какой-то. Вот, вот в этой позиции, конечно же, есть резон, да, мы с вами должны это понимать. Более того, все вот эти вышеперечисленные особенности по готовности к школе, да, они, именно их получает ребенок в первом классе. То есть, по большому счету, ребенок у нас готов, да, умение считать, писать, конечно же, не означает, что вот он готов сидеть с 8 утра, да, до обеда, причем в большом коллективе, где есть 25 детей, а то и более, где есть незнакомый пока ему еще чужой взрослый, да, еще не настолько любимая учительница, насколько потом она становится. Вот, поэтому мы должны с вами прекрасно понимать, что вот эта познавательная активность, познавательная готовность к школе – это всего лишь один из факторов, которые определяют общую готовность ребенка к школьному обучению. Еще раз повторю, что главное физическая, да, готовность к школе. Ну и следующий наш критерий – это социально-коммуникативная зрелость. Она обеспечивает ребенку успешную адаптацию в коллективе, что тоже очень важно. Она выражается в умении соблюдать нормы поведения в обществе, устанавливать взаимоотношения со взрослыми, со сверстниками и отстаивать свою точку зрения, находить какие-то компромиссные решения в сложных конфликтных ситуациях. Мы с вами знаем, что у нас сейчас очень многие дети не умеют в коллективе
находиться, да, не умеют играть в игры, в которых надо быть ведущим и ведомым, да, все хотят быть ведущими. Вот это очень сложный как раз процесс, и он приходит где-то к 7 годам к ребенку, да, а то и старше, что, да, можно сейчас поучаствовать как ведомый, затем как ведущий. Некоторые дети же, нет, только ведущий, только я главный, только я первый. Вот как раз эмоциональную, социальную готовность ребенка к школе вы можете сами, самостоятельно родители, определить с помощью обычного наблюдения. Вы понаблюдайте, как ваш ребенок общается со сверстниками, имеет ли он постоянных друзей, часто ли ссорится и конфликтует, да, в группе, например, детского сада, участвует ли в совместных играх, часто умеет ли договариваться с другими детьми, может ли как-то адекватно исполнять различные роли в играх, вот то, что я как раз говорила, ведущего, ведомого, да, стремится ли он до конца довести начатое дело. Да? Не всем взрослым это под силу, вот тот ребенок, мы наблюдаем за ним. Да? Часто ли задает вопросы взрослым об окружающем, ему непонятно. Тоже будем наблюдать. Как ребенок взаимодействует с педагогом, даже вот как с воспитателем в детском саду и так далее, или в школе будущего первоклассника, проявляет ли он инициативу в общении, ждет, когда к нему обратятся. При оказании помощи включается в работу или замыкается в себе. Безоговорочно выполняет требования и просьбы взрослых или высказывает собственное мнение. Вот это все вы должны пронаблюдать и понять, насколько у ребенка социально-коммуникативная готовность в школе есть. Да? Например, при выполнении задания общается он со взрослым по теме задания, либо переводит разговор на другое. Проявляет ли он вообще желание, интерес к познанию чего-то нового. Вот с помощью этого наблюдения вы сразу поймете, опять же, вот этот критерий готовности ребенка к школе. Да. Да, потому что, еще раз повторяю, что, конечно, в коллективе достаточно сложно, особенно в наше время, да, когда у нас такое количество детей в школе, никакие не 25, а то и больше, да, поэтому вот ребенку, конечно, тяжело, тем более, если он один в семье, либо их двое, да, и он привык быть лидером даже в семье, то достаточно тяжело. Ну и следующее у нас критерий – это мотивационная готовность к школе, то есть наличие у ребенка желания учиться. Хочу в школу, да? Поэтому, значит, мы с вами должны понимать, что у ребенка, который вместо книги достает игрушку, да, вот, преобладает, конечно же, игровой мотив, как у всех дошкольников. У первоклассников он тоже есть, и о нем ни один учитель не забывает в первом классе при обучении, потому что игровая деятельность имеет огромное значение. И вот как раз, значит, ребенку, у которого вообще преобладает игровой мотив, вот то, что я вам говорила, что он достает вместо книги игрушку, и его вообще очень сложно чему-либо научить, объясняя, например, что если ты выучишь буквы, ты научишься читать. Ребенок говорит: не хочу читать, я люблю, когда мне читает бабушка. Вот и все. Бабушка, мама, да. папа, ну кто угодно. Да, и получается, что, конечно же, сейчас мотивация к школьному обучению у него нет. Да? Он, зачем ему читать, если ему нравится, когда ему читают другие. И вот как раз сама мотивационная готовность – это интерес к учебе, желание узнавать что-то новое, учиться, преодолевать трудности даже тогда, когда что-то не получается. Достаточно зрелый должен быть, да, ребенок, чтобы вот понимать, что он для этого идет в школу. Мотивационная готовность выражается в самостоятельном желании ребенка идти в школу самостоятельно, для того, чтобы научиться читать, писать, да, получать какие-то новые знания. И вот как раз у детей до 7 лет, а то и старше, да, часто наблюдается интерес к внешним школьным атрибутам. Да, они хотят портфель новый, красивый, у него красивая школьная форма, у него учебники, тетради, да, либо к общению в школе. Все друзья из детского сада идут в первый класс, и ребенок вместе с ними, да, потому что туда идет Миша и Вася. И я тоже туда. Да, пойду, конечно, да, как же он детей, один останется, да. Угу. Учебная мотивация в этом возрасте явление очень редкое. И зачастую оно даже не будет, этой мотивации нет у детей, которым исполнилось уже 7 лет. Поэтому вот еще раз повторяю, что если выбор между 6 и 9, то лучше в 7 и 9. Там учебная мотивация будет у ребенка. Да? Вот. Чтобы узнать ведущий мотив, игровой у ребенка или познавательный, вы как родители, да, вы можете с ним проверить таким образом. То есть вы на столик выставляете обычные
не слишком привлекательные для ребенка игрушки. То есть мы еще, вот я хочу сразу сказать, что любимую игрушку ребенка мы выставлять не будем. Ну и выставляется, будь то мальчик, будь то девочка, ну что-то, например, из кукольной мебели, да, один предмет из кукольной посуды, одна мягкая игрушка, один кубик и одна простая машинка, нелюбимая ребенком, да. Мы, значит, ребенку предлагаем внимательно посмотреть на эти игрушки и запомнить их. Это где-то около минуты ребенок смотрит, запоминает их. После того, как он ознакомился с игрушками, предлагаем ему послушать сказку. И вот когда ребенку начинают читать сказку, которую он раньше не слышал, да, новую сказку, и на самом интересном месте чтение прерывается. Ну, тут, конечно, интересное место, родители должны решить, какое интересное место. То есть определить, да? Да. И понятно, да, ну, Анна Валентиновна, простите, да, что я это самое, как бы вопросы задаю. То есть, в принципе, сказка-то не должна быть огромной и длинной, Нет, она должна быть короткой, да, чтобы ребенка, ну, все-таки нужно понимать, что у него усидчивости еще такой большой нету, и для проверки, безусловно, сказку на час или на 40 минут заряжать не надо. То есть это должна быть достаточно такая интересная, захватывающая, но короткая сказка. Сказок море. Да, или еще что-то. Что такое вот, ну, для но незнакомое ребенку. Значит, и вот когда мы прерываемся, мы спрашиваем ребенка, что ему в данный момент больше хочется. Поиграть с выставленными на столе игрушками, да, мы игрушку ему пока не даем, да, в руки, либо дослушать сказку до конца. Вот дети, у которых выраженный такой познавательный интерес, то есть обычно они предпочитают послушать продолжение сказки. А вот дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Вот это будет, да, тоже мотивация к школьному обучению. Игра, как правило, носит манипулятивный характер. То есть игрушка-то нелюбимая, незнакомая, да, и мальчику, представьте, посудку там поставили, либо девочке машинку и кубик, то она какая-то такая, ну, в общем, носит манипулятивный характер. Чтобы определить внутреннюю позицию ребенка, тоже обязательно спросить его, хотел бы ты перейти из детского сада в школу? Мы знаем ответ ребенка, основной ответ любого ребенка. Хочу, да? А почему? И мы знаем этот ответ. Чаще всего дети, у которых еще не сформирована мотивация, да, к школьному учению, говорят, там спать не надо, или там есть не заставляют. Вот. Но сейчас основная масса детей, кстати, открыто говорят нет. Вот вы я знаете, заметила. Самое интересное, что как бы я не первый раз это слышу, что большинство детей при вопросе, хочешь ли ты идти в школу, говорят, нет, не хочу, я еще в садике побуду. Правильно, ну это позиция родителей, да, это родители так разговаривают, и ребенок понимает, что он, конечно же, наверное, не хочет в школу, потому что либо у него есть старший брат или сестра, и он уже насмотрелся, да. Но вот сейчас, да, есть тенденция к тому, что они говорят нет. Вот. Что тебе нравится в школе? Например, ребенок говорит, я, да, хочу из детского сада в школу. Почему? Он тоже ответил, потому что я хочу научиться читать, писать, а потом научиться хорошей профессии, зарабатывать там деньги, купить мама тебе шубу, да, дорогую. Значит, да. Вот. Мы спрашиваем, что тебе нравится в школе? Ребенок должен рассказать, потому что он уже ходит, да, например, в школу будущего первоклассника, он должен рассказать. Естественно, он не должен рассказать, что ему нравятся переменки, как они бегают, да, он должен рассказать, что ему нравится узнавать новое. Ну, вот представьте 6-летнего ребенка или 6 лет, который говорит, мама, я узнаю новое. Конечно, они обычно говорят, мы играем, мы веселимся, мы рисуем, да, ну, понятно. Вот, значит, задаем следующий вопрос. А может быть, все-таки лучше походим еще в детский сад? Ребенок вам отвечает, вы задаете вопрос, почему, да или нет, да, почему. Как ты думаешь, где лучше, в детском саду либо в школе? Если бы можно было бы выбрать, что бы ты захотел делать? Заниматься у себя дома вместе с учительницей или с ребятами в классе и этой же учительницей? Мы тоже задаем такой вопрос ребенку, особенно когда он ходит вот в школу будущий первый класс. Сейчас уже поздно, да, задавать, если он пошел уже в первый класс, то есть смысла нет задавать. Но опять же, вот мотивацию таким образом проверить у ребенка можно. Я просто хочу еще раз сказать, что выбор вообще, когда отдавать ребенка в школу, только за родителями.
Это ваше право, это ваш ребенок, вам решать. Вот то, что сейчас мы сказали, да, совсем чуть-чуть, это просто для того, чтобы вы, может быть, проверили ту же физическую готовность у ребенка и самостоятельно решили. Да? Некоторые родители говорят, ну что он физически не готов, мы все равно пойдем, потому что, ну, действительно, читает, пишет, ну, смысла нет, да, в подготовительной группе сидеть. Некоторые говорят, ой, да, не дотягивается до левого уха, зубки еще не все, да, и пусть посидит, да, в детском саду. То есть, опять же, повторюсь, решать только вам. Но вот, не забываем, что я, кстати, хотела сказать, что на период адаптации, когда, да, ребенка в школе, он очень большой, очень часто занимает до полугода у некоторых детей. Вот как раз не надо записывать, ну, если уж вы отдали ребенка в школу, особенно в 6,9, да, записывать в различные кружки, секции какие-то вот на дополнительное образование, хотя бы первые полгода, для того, чтобы избежать еще одного стресса. И вот если все-таки вы решили своего ребенка отдать в музыкальную школу, либо там на танцы, то лучше это сделать, если вы это решили и давно мечтаете об этом, что ваш ребенок будет танцевать, да, либо играть на музыкальном инструменте, либо заниматься вольной борьбой, лучше это сделать в дошкольном возрасте, до школы. Тогда такого стресса не будет. То есть ребенок уже пошел на секцию, да, так будет легче, если уж вы так решили. Но лучший вариант, если всем этим вы займетесь, либо во втором полугодии первого класса, либо во втором. Ну, просто вот музыкальная школа, я знаю, что и художественная, там несколько лет надо учиться, чтобы этот возраст не... То лучше отдать в подготовительной группе. Еще раз повторю, что каждому ребенку нужно подходить индивидуально. Это сейчас не был там такой там закон, да, вот, поэтому... Существует огромное количество тестов для проверки ребенка к школе. Перед принятием решения родители должны, конечно же, проверить эту готовность. Да? И бывает, что некоторые дети ведь опережают сверстников, в том числе и в физическом, и в психологическом развитии. Есть 5-летние дети, которые совершенно готовы к школе. Да? Вот. А есть те, которые, наоборот, немножечко отстают. И для них лишний год вот этот окажется решающим. И я еще, по-моему, я не знаю, вот даже на форумах иногда встречаю, что есть родители, которые говорят, я жалею, что ребенка не отдал раньше в школу, а вот отдал, например, в 7-9. Но это большая редкость. Основная масса родителей говорят, очень хорошо, что мы отдали ребенка в школу, и что он сейчас в 7,9, да, позже немножко, а вот сейчас и постарше, и поуспешнее, и повзрослее, и посерьезнее, и мало того, физически готов. Вот. Если ребенок все-таки ваш попал в школу, да, и по каким-то причинам, вот бывает всякое, что я говорю, что некоторые вот жалеют, что отдали раньше, да, он не готов в школе, и вам об этом говорят, и вы сами видите, то вот ничего абсолютно стыдного в том, чтобы забрать его из школы и снова отдать в первый класс, нет. Потому что лучше повторить вот этот поход в первый класс еще раз на следующий год, нежели потом всю начальную школу, а то и вообще всю, да, школу бороться за успеваемость, бороться за внимательность, ругать своего ребенка, значит, мало того, еще и пить успокоительное самим. Поэтому ничего абсолютно нет. Можно попробовать. Многие родители, кстати, сейчас так делают, что полгода ребенок тяжело адаптируется или еще что-то забирают обратно в детский сад, и через год веселые, здоровые, с хорошей нервной системой, и у ребенка, у родителей идут снова в первый класс. Ну, еще такой вопрос, как бы поступивший еще заранее. Да, смотрите, Анна Валентиновна, все-таки как бы в любом случае, да, говорят еще о том, что разница между возрастным, ну то, что возраст понятно, да, 6,9, 7,9, все-таки разница целый год, это понятно. Ребенок за год успевает как бы освоить какие-то новые для себя действия, да, нервная система как бы лучше становится, да, более крепкая, более пластичная, да. То есть он более легче тогда адаптируется, да, к новым условиям. То есть это так. Еще такой вопрос. Разница между мальчиком и девочкой, потому что тоже очень часто, да, у родителей возникает вопрос. Ну вот хорошо, вот мальчик, девочка, ну вот девочки-то, вон, смотрите уже как, да, а мальчик-то у меня вот еще как бы не успел, там, или у него что-то не получается, или еще что-то.
а вот девочка-то у меня вот такая вот уже замечательная. То есть вот здесь какова ситуация тоже? Ну вот, конечно, не секрет, да, всегда говорят, что девочки развиваются чуть-чуть быстрее, чем мальчики, да, вот. И это уже закономерность, на это никто никогда не обижается. Поэтому, конечно же, вот даже когда у нас на комиссию приходят такие детки, и мы с коллегами совместно решаем, да, не решаем, а рекомендуем родителям то или иное, значит, даем родителям ту или иную рекомендацию, то мы, конечно, говорим, если это девочка, мы еще говорим, что да, если родители прям настаивают, да, в 6 лет, 6 лет идите в школу, потому что девочка, она справится, потому что она физически более развита, она и мотивационно более готова, да, вот. Но если это мальчик, то вот категорически мы прямо говорим о том, что если есть возможность, то мальчика надо передержать, мы так называем, в детском саду, да, что есть вот, потому что, ну, это совсем, я всегда говорю, что мальчики – это другая планета. Да? Они, у них нервная система немножко другая, чем у девочек. Они нежнее в этом плане, они более ранимые, они эмоционально меньше устойчивы к стрессу. Да? Пока. Потом они вырастают в сильный пол, да, и вот как раз, видимо, нарастает. Да, то есть вот в принципе, да, как вот мы понимаем, что если девочка на таком стыке находится, то в принципе как бы достаточно неплохо, да, если она пойдет. Нежелательно, опять же повторяю, что я всегда говорю о том, что, ну, это лично мое, наверное, мнение, но я хочу сказать, что мнение еще многих других специалистов, не только, да, там, и есть же специальные научные центры. Из опыта вот вашего опыта работы психолого-педагогического, да? То есть, в принципе, как бы лучше пойти попозже. Да, можно, девочки. Девочка справится. Может, не настолько, насколько хотят этого родители, да? Потому что мы все с вами хотим, чтобы наши дети были успешны во всех предметах. Неважно, что она рисует хорошо, она еще математику обязательно должна знать на отлично, да? Либо математику, но почему-то она нарисовать должна хорошо. Мы в своих детях этого не приемлем. У нас должно быть все идеально. Вот. Она справится. Девочка, мальчику будет, и мальчик справится. Дети ведь справляются в любом случае, да, если они интеллектуально тем более готовы. Но это будет тяжело, а это ваш ребенок. Ну просто представьте, что это ваш ребенок, которому тяжело. Тогда еще такой следующий вопрос. Чем чреваты вот эти вот, скажем, нервные срывы, да, и так далее вот у ребенка, если, во-первых, ну, понятно, да, тяжелый адаптационный период у ребенка к 1 классу будет, то есть ему будет сложно, будет очень тяжело с точки зрения адаптации, ну и так далее. А чем еще чревато вот это? Ну, первое – это состояние здоровья. Представьте, да, что ребенок постоянно на стрессе, конечно же, у него будет что-то болеть, да, обязательно. Сколько времени я наблюдаю детей, у которых соматические прям заболевания, у них вот эта неприемлемость к школьному обучению, да, у них и рвота, и температура, может быть, и достаточно часто они болеют соматическими заболеваниями. И чаще всего у таких деток это, кстати, вот чисто вот из-за того, что им тяжело в школе, да. Мало того, это эмоционально может как-то сказаться, особенно в подростковом возрасте, в итоге потом, да, когда-то это аукнется тем, что ребенок вообще может отказаться учиться, ходить в школу, объяснять. Сколько таких родителей было, вы знаете, но у меня до 4 класса был отличником, и вдруг вот что-то случилось, перевернулось в моем ребенке, что он говорит, я не хочу учиться, мне все надоело, то, что он устал. Он томился настолько, что если бы это все было плавно, то, возможно, до 9-11 класса он бы плавно также успешно обучался. Но вот этот рывок в самом начале дался ему достаточно тяжело. Вот, и я хочу сказать, что я всегда привожу пример родителям из собственного опыта. Я сама в школу пошла в 6 лет. Кто-то говорят, что этим гордится, что рано закончили школу, поступили в институт. Но я помню, я сама лично помню, потому что как было мне тяжело вот в 5 классе при переходе из начального звена в старший. Тяжело было именно физически. Я это осознанно понимала, что все старше меня на год и 2, что они нас намного успешнее. Вот они, знаете, в каком плане? Именно вот в физическом даже, что они вот в состоянии как-то собраться, еще что. Мне учиться хорошо, вот, на отлично, как мне хотелось, мне было очень тяжело. И я всегда это чувствовала, что они мне все старше, я всех младше. Хотя ко мне всегда хорошо относились, но именно вот чисто хорошо, что там внутреннее состояние, я понимала, да. Затем дальше я наблюдала тоже также из
своих близких, как мальчика отдали в 6 лет, да, многие папы говорят в армию, чтобы была возможность перерыв между школой и армией, чтобы мало ли не поступит в институт, да, вот. И ребенок, конечно, тоже начальное звено успешно, ну, опять же, потому что интеллектуально развит, да, учительница одна, вроде как все в одном коллективе и так далее. Как только перешел в среднее звено, у ребенка возникли проблемы именно, опять же, в обучении, потому что он не успевал за другим. Моторика даже не такая развитая. Вот представьте, даже рука, даже медленнее пишешь. И для того, чтобы начать писать быстрее, ты должен приложить усилия. А это опять же стресс. Стресс для ребенка. Если у него сохранный интеллект, значит, он это будет делать молча, в себе, да. И если у него сильная нервная система, то он, конечно, выйдет из этой ситуации, победителем выйдет. Но зачем своему ребенку создавать вот эти вот ненужные препятствия, когда можно все сделать плавно? Ну, понятно. То есть, в принципе, как бы, да, в любом случае, во сколько бы ни отдали ребенка, это все-таки пожелание родителей. Это все только вы решаете. Решение родителей, но если это брать с точки зрения рекомендации специалиста, то для сохранения психического состояния, для сохранения нервной системы своей, да, родители тоже. Родительской, и в том числе, ну и в первую очередь, естественно, у ребенка, да, то, конечно, безусловно, это будет лучше, если все-таки детки пойдут попозже, не перешагивая, не переступая, как бы, и все-таки выиграв, как говорится, свое детство, наигравшись, пойду в школу. Да, и себе сохранить. И, да, я всегда, я говорю, что я всегда уговариваю родителей, конечно, задержаться в дошкольном учении. Какой бы умный ребенок ни был, еще больше будет умницы, если вы пересидите в детском саду, еще лучше будет все. Потому что, да, именно нервная система, именно эмоциональная настрой у ребенка и ваш настрой, я всегда говорю, сохраните себе еще год детства. Потому что школа никуда не денется, она будет с вами и долго. Да, здоровье ребенка, оно как бы дороже. А еще, Анна Валентиновна, вопрос такого порядка. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, мама, папа, родители, да, хотят проверить ребенка на готовность к школе, насколько вот он готов, получить такие рекомендации в вашем центре можно? Конечно. У нас существует еще и консультационный тоже центр, и центр психолого-педагогической помощи. Обязательно можно записаться. Я, к сожалению, почему-то на слайде на последнем, наверное, телефоны дала этого консультационного. Если что, как бы мы перенаправим. Да, обязательно. У нас есть специалисты, хорошие специалисты, очень высококвалифицированные, которые как раз дадут вам рекомендацию о том, что проверят ребенка, да, проведут тестирование и скажут вам о том, надо ли вам в школу. В конце концов, вы можете обратиться к нам прямо на ПМПК, и вас посмотрят много специалистов, и дефектолог, и логопед, и психолог, и педагоги, и врачи, которые вам точно скажут, насколько готов ребенок, да, и насколько как бы он будет себя комфортно ощущать в условиях школьного обучения, когда все-таки пойдет в школу. То есть, в принципе, к вам не нужно собирать никаких документов, нужно просто записаться на консультацию к психологу, к педагогу, да, не надо никаких документов. На ПМПК потом понадобится, но если вы заходите на ПМПК, то это уже вы сами обратитесь к нам, мы вам скажем, какие документы. Да, в принципе, как бы чисто для консультирования, для и логопеда тоже так же, абсолютно. Можно попасть к любому специалисту на консультацию для выяснения, насколько в данный момент хорошо себя ребенок ощущает и насколько он готов, стоит ли. Да. То есть вопрос, в принципе, как бы решаем и не проблематичен. И напоследок, Анна Валентиновна, что вы нам пожелаете нашим родителям? Я пожелаю вам всем терпения, здоровья и любите своих детей. Не спешите. Все, спасибо всем большое. Если у вас возникли какие-то вопросы, которые вы бы хотели обсудить непосредственно с Анной Валентиновной, в принципе, как бы можете оставить
свои данные, либо записаться в консультационный центр, либо позвонить по телефонам. Мы поможем вам связаться с Анной Валентиновной, и непосредственно она ответит уже на ваши вопросы, которые, может быть, где-то более глубоко вас волнуют, и вам бы хотелось более качественнее, да, получить ответ, более глубокий ответ на свой вопрос. На этом все. Спасибо. Всем до свидания. Всего доброго.